Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Социально-экономическое развитие и открытие нового объекта Айсен Николаев посетил с рабочим визитом Алданский район. Большое дело. Якутян ждет реформа организации публичной власти. В парламенте Якутии состоялось расширенное заседание Постоянного комитета Государственного собрания. Микрорайон будущего. В республике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов по квартальной застройке – возведение квартала «Звездный». Жизнь, посвященная танцам и республике. В Якутске состоялось открытие мемориальной доски в честь выдающейся балерины и педагога Марии Жарницкой. Культурная программа в один день. В столице республики впервые прошел фестиваль пианистов. Айсен Николаев посетил с рабочим визитом Алданский район. На месте глава республики обсудил исполнение указа о социально-экономическом развитии Алданского района и открыл ледовую арену, которую построили в Алдане. Подробности расскажет Руслан Павлов. Еще одна мечта алданцев сбылась. Начала свою работу ледовая арена, которую менее чем за 2 года возвели по программе «Газпром детям». Первый хоккейный матч между местными командами «Полюс» и «Металлург» открыл глава республики Айсен Николаев, совершив первое почетное вбрасывание шайбы в центре площадки. У нас 3-годовая гарантия на данный объект, и мы никогда не бросаем то, что строим, всегда поддерживаем, оказываем всевозможную помощь. И мы всегда, собственно говоря, продолжаем дружить. И мы не уходим, а наоборот присутствуем в этом регионе и продолжаем строить. Особое внимание Илдархан уделил организации работы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. В координационном центре у него попросили оказать содействие в организации постоянного канала для переброски мобилизованным медикаментов, одежды и технических средств. Кроме того, глава республики побывал в гостях у семьи, где главу семейства призвали по частичной мобилизации. Конечно, помощь оказывается, и выплаты уже сделаны. Есть те вопросы, которые на местном уровне тоже власти решают. Люди помогают. И, конечно же, мне бы хотелось пожелать и этой семье, и всем семьям наших военнослужащих, чтобы их близкие, родные как можно быстрее с победой, здоровые вернулись к нам домой. Ремонт и строительство объектов социально-культурной сферы обсудили на совещании по подготовке к празднованию столетия города Алдана, которое будет отмечено в 2023 году. К вековому юбилею первенец промышленности республики должен выглядеть, как подобает имениннику. В целом, понимание по всем уже объектам и благоустройства, и капремонта, и дорожной сети уже есть. Конечно же, сейчас самое главное, чтобы это все было воплощено в жизнь. И в следующем году мы договорились, что главные юбилейные мероприятия по Алдану пройдут здесь в дату окончания Второй мировой войны. Обратный отсчет запущен, и, как показывают наметки, к юбилею Алдан преобразится. К концу совещания завершился и первый хоккейный матч на новой арене, где цифры на табло не имели значения в сравнении с тем, что ознаменовала данная игра. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Денежное содержание мобилизованным начнут выплачивать с 8 ноября. Довольствие будет начисляться с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей. Эту сумму будут получать и рядовые на должности мотострелка. Банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности, несмотря на введенные санкции. В этой связи Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей. Первые данные о кредитных каникулах регулятор планирует предоставить по итогам этого месяца. Напомню, что кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев были утверждены президентом России Владимиром Путиным в начале октября. Войсковым частям, где служат призванные из Якутии, передали автотранспорт. Оперштаб по поручению главы республики Айсена Николаева активно работает над оснащением, снаряжением и экипировкой участников от Якутии в специальной военной операции, отметил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Он отметил слаженную работу группы сотрудников исполнительных органов государственной власти республики, которые занимаются непосредственно доставкой грузов военной части,
логистикой и поиском необходимого снаряжения для военнослужащих. Жители республики, безусловно, активно помогают раненым якутянам, проходящим лечение в военных госпиталях. Специально для них жители Чурапчинского района собрали из собственного запаса около 50 уток. Организатором сборов выступила мама солдата, идейный вдохновитель сообщества «Волонтеры Саха» Светлана Диадорова. До этого на ее клич в социальных сетях откликнулись земляки, родственники и друзья. Собранные 2 мешка уток уже доставлены в Москву. Сегодня вторую партию дичи помогли разделать студенты и преподаватели колледжа технологий и управления Арктического государственного агротехнологического университета. Помощь якутянам отправят в ближайшие дни в военный госпиталь имени Николая Бурденко. Эта работа проводится даже с воспитательной целью, поскольку студенты с воодушевлением это приняли, и каждый с желанием и охотой приступили к этой работе. Все преподаватели, диспетчеры, мастера производственного обучения приняли активное участие, никто не стоял в стороне. Всегда мы рады помочь всем, кому нужна эта помощь. Тем временем в республике состоялось установочное совещание среди военкомов республики и органов местного самоуправления для координации работы в призывной кампании под руководством заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Призывники будут направлены в учебные соединения и воинские части. Напомню, в этом году в России осенний призыв на военную службу стартовал 1 ноября. У нас в республике Саха-Якутия, как правило, в этот призыв 14 муниципальных образований северные, которые находятся в северных широтах, по традиции призыв граждан не производят. Также хочу довести до всех, что все военнослужащие по призыву, которые будут от нас направляться из республики Саха-Якутия, будут проходить службу в соединенных воинских частях Восточного военного округа на территории Дальневосточного федерального округа в пунктах постоянной дислокации. Все наши земляки специальные военные операции, они направляться не будут. Тем временем в парламенте Якутии состоялось расширенное заседание Постоянного комитета Государственного собрания Елтумен по государственному строительству и местному самоуправлению. В ходе заседания народные депутаты республики первым вопросом повестки рассмотрели проект конституционного закона Якутии, который разработан в целях совершенствования отдельных положений основного закона республики в связи с принятием федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Текст, который учитывает интересы нашей республики и его жителей, касающихся полномочий Государственного собрания Елтуменской республики Саха-Якутия, полномочий главы нашей республики, уточняющий ряд моментов, касающихся взаимоотношений между главой республики и Государственным собранием. Дополнена норма о счетной палате, о том, что этот орган формируется в целях обеспечения контрольных функций парламента республики и так далее. Страхование легковых, грузовых автомобилей и других дорожных транспортных средств – обязательное условие и ответственность каждого человека, кто имеет технику. Его основное назначение заключается в обеспечении финансовой защиты от физического ущерба или телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия. В последнее время при авариях водители чаще стали пользоваться европротоколом без участия госавтоинспекции. На сегодняшний день документ может быть оформлен в бумажном и электронном виде. Электронный европротокол заполняется в приложении госуслуги и имеет такую же юридическую силу, как и оформленный на бумаге. Все страховые компании вовлечены в данный процесс. Европротокол призван упростить оформление дорожно-транспортных происшествий без вызова ГИБДД. Как правило, в том случае, если у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, ответственность всех участников застрахована и не пострадало другое имущество. Европротокол оформляется участниками ДТП самостоятельно.
В рамках празднования Всемирной недели качества в столице Якутии Республиканский центр пищевых технологий проводит большое количество мероприятий. Так, в Макс-маркете организация провела мастер-класс по определению натуральности продуктов в домашних условиях. На мероприятии показали способы определения качества творога, сливочного масла, молока и меда. Сегодня мы покажем, как определить качество молока и вообще молочных продуктов, меда, например, в домашних условиях. Вот, например, у нас первую пробу покажем на определение фальсификации молока крахмалом, например. Крахмал добавляют, чтобы консистенция молока была погуще, например. Здесь мы видим, вот, если с крахмалом, например, синеет, он цвет совсем меняется. Если молоко натуральное и хорошее, цвет не меняется, остается такой же цвет йода. Вот видите, сразу вот сравнение посмотрим. Ну а в Ленске 180 бычков отметили новоселье. Всю прошлую неделю предприятие «Батамайское» занималось перевозкой скота из села Батамай, из прежнего телятника, в недавно построенные в городе в районе бывшего птичника. Все мероприятия прошли успешно, а на новом месте телятам тепло и комфортно. Сегодня новый телятник уже не пустует. Буквально на днях сюда были завезены его обитатели. 180 голов крупного рогатого скота отлично перенесли дорогу и обжигаются на новом месте. Помимо 150 телят, на Техан переехало еще и 30 телочек. Здесь же мы планируем выращивать и осеменять нетелей, телок для обновления нашего основного дойного стада. Телята здесь разновозрастные, самым маленьким по 4 месяца. Их тут не так много. Основная часть – это уже бычки годовалые. Неделю телята живут в новом помещении. По словам руководителя предприятия, здесь им более комфортно, чем на прежнем месте. В помещении нет сквозняков, установлены поилки с чистой водой, оборудованы просторные боксы для содержания животных. Все учитывалось: высота кормового стола, размер клеток и так далее. И градация по возрастам, по росту, по аппетиту, по характеру. В общем, мы рассортировали скот таким образом, чтобы получить наибольший эффект от корма. Здесь еще особенность в том, что у нас не беспривязное содержание, у нас свободно в клетках ходят, а также мы на территории оборудовали кормовой стол. Откармливают телят 2 сотрудника. В рационе у бычков в основном силос и комбикорм. Но кормят их, как пояснил Николай Ефимов, руководитель Батамайского, очень интенсивно. Согласно плану, привес телят должен составлять 800 грамм в сутки. Привезли нам теленочка, например, 4-месячного. Мы его до 2 лет здесь откармливаем. Если хорошо откармливаем, значит и телята красивые, чистые, и мясо будет хорошее, и деньги будут. Первый забой планируется провести уже через месяц. На него пойдет скот, достигший 1,5-годовалого возраста и веса более 350 килограмм. С появлением нового телятника руководство района и предприятия планируют обеспечить ленчан свежим мясом. В планах нарастить объем его производства до 45 тонн в год. Сегодня на территории телятника заканчивается строительство забойного цеха. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце года. Летом следующего года начнется строительство еще одного телятника. С началом его работы производство мяса на предприятии увеличится до 80 тонн в год. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. В этом году ГУП ЖКХ Республики обеспечила централизованным теплоснабжением от своих источников 79 социальных объектов в 9 арктических и 14 центральных районах Якутии. К сетям предприятия присоединены 54 объекта соцкультбыта и 18 многоквартирных домов в рамках федеральной программы переселения из аварийного жилищного фонда. Кроме того, в новом квартале «Звездный» в Якутске к сетям предприятия подключены 7 многоквартирных домов. Специалисты предприятия успешно произвели запуск тепла в дома с 1 ноября для организации внутренних отделочных работ. В республике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов по квартальной застройке – возведения квартала «Звездный». В 2014 году Министерство обороны передало республике земельный участок размером 60 гектаров. И на нем началось строительство нового современного жилого квартала. В новом квартале запланировано строительство 26 многоквартирных домов площадью более 260 тысяч квадратных метров. До Нового года застройщик сдаст первый этап сектора А, в котором расположились 7 многоквартирных домов. В республике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов по квартальной застройке – возведение квартала «Звездный». В 2014 году Министерство обороны передало республике земельный участок размером более 60 гектаров. И на нем началось строительство нового современного жилого квартала.
В новом микрорайоне запланировано строительство 26 многоквартирных домов площадью более 26 тысяч квадратных метров. До Нового года застройщик сдаст первый этап – сектор А, в котором расположились 7 многоквартирных домов. Буквально на той неделе приняли тепло от нашей ресурсно-снабжающей организации. Надо, конечно, дать им отдельное спасибо за это. Это ГУП ЖКХ. Все сделали в срок. Сейчас дома буквально уже прогрелись. И, соответственно, сейчас продолжаем внутреннюю отделку домов, потому что все эти квартиры у нас сдаются под ключ. И также снаружи, как мы с вами видим, приступили уже к фасадным работам на всех 7 домах. Уже сейчас начаты работы в секторе С, где возводится первая очередь из 10 многоквартирных домов. Кроме строительства жилья, в Звездном планируется и возведение социальных объектов, которые позволят микрорайону стать максимально автономным. Планируется строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Да, деньги уже предусмотрены, запланированы. В настоящее время ведется проектирование. Со следующего года уже начнется активная фаза строительства. Школа на 990 учащихся. Также средства предусмотрены, ведутся проектирование. Помимо этого, уже с начала следующего года начнется строительство детского садика. Да, и в следующем году мы планируем строительство спортивного объекта. Это хоккейный корт с универсальным спортивным залом. Не секрет, что жилые квадратные метры дорожают год от года. Квартальная застройка, подобная Звездному, позволит сдержать рост цен. Одновременное выведение на рынок большого количества квартир по законам рынка должны повлиять на ценообразование в сторону снижения. В следующем году уже планируем на рынок жилья вытащить больше 130 тысяч квадратных метров жилья и за счет этого, да, обеспечить, по крайней мере, не такой рост стоимости квадратного метра, который наблюдается у нас в последние годы. При этом отмечу то, что сегодня по тем 7 домам, которые в этом году вводятся, да, компанией-застройщиком, цена на рынке жилья была на 10-15% ниже, чем сложилось по городу Якутск. Первые ключи от новых квартир жители Звездного получат уже в начале следующего года. А в их числе и переселенцы из ветхого и аварийного жилья, и дети-сироты. А к 2024 году весь квартал Звездный будет сдан в эксплуатацию и послужит примером для дальнейшего развития квартальной застройки в республике. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск. Нерюнгри первым в Якутии получил подтверждение готовности к отопительному сезону от Ленского управления Ростехнадзора. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период завершилась в установленный срок. План мероприятий по подготовке к зиме выполнен в полном объеме. В многоквартирных домах управляющие компании и товарищества собственников жилья провели работы по ремонту кровли, межпанельных швов, систем водоснабжения и электросетей. Комиссии органов местного самоуправления проверили готовность жилищного фонда, учреждений социальной сферы, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Всем управляющим компаниям, организациям, учреждениям выданы паспорта готовности. Нерюнгри действительно готов к отопительному сезону. В этом году у нас такая достаточно длинная получилась осень. Впервые в жизни республики, в жизни Нерюнгринского района город Нерюнгри первый в Якутии получил паспорт готовности. Это такая замечательная новость. Но главное, чтобы быть готовы не только на бумаге, а действительно физически готовы. Мы стараемся в ручном режиме отрабатывать некоторые такие очень колкие вопросы, которые возникают. Мы от соцсетей, от горожан получаем какие-то моменты, которые мы не увидели, отрабатываем их оперативно. В принципе, город готов ко всем вызовам. Те моменты, которые будут возникать, мы будем оперативно отрабатывать. До 30 ноября Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии принимает заявки от муниципалитетов региона для участия в конкурсе проектов благоустройства в 2023 году в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Конкурс проводится в 2 этапа. Во время первого этапа муниципалитеты проводят обсуждение с населением села или города и отбирают территории, которым необходимо благоустройство путем голосования. Сбор предложений будет осуществляться в гибридном формате. Второй этап – подготовка заявки до 30 ноября. В Якутске состоялось открытие мемориальной доски в честь первой исследовательницы танцевальной культуры народов Севера, выдающейся балерины и педагога Марии Жарницкой. Приехав со своей танцевальной бригадой в Якутск в 1943 году, Жарницкая навсегда связала свою жизнь с нашей республикой и посвятила своей новой родине десятилетие научного труда и творчества. О научном и творческом наследии выдающегося этнографа в сюжете Анны Пшенниковой.
Яркая балерина, ученый, энтузиаст северного танца Мария Жарницкая приехала в Якутск в самый разгар войны, чтобы поддержать тыловиков и подарить им искусство балета. С тех пор жизнь выпускницы Киевского хореографического училища навсегда переплелась с Якутией. Встав у истоков якутского балета, Жарницкая не ограничилась творчеством. Почти сразу она увлеклась изучением северного танца. С экспедициями Мария Яковлевна объездила все уголки Севера, Дальнего Востока, отдаленные районы Сибири. Она кропотливо собирала материалы об исчезающих танцах северных народов, чтобы доказать всему миру – северный танец – это действительно культурное явление. Это здорово, когда вот такой человек занимается, уточняет и подтверждает о том, что действительно у этого народа есть такие танцы. Такая работа, чтобы собирать материалы по крупицам. Вот она действительно такой человек. А какая она озорная, какой он яркий был, какой разговорчивый, общительный она была. До сих пор я помню, последние годы я встречался с нею в Москве в 1992 году, когда мы проводили в концертном зале «Россия» презентацию государственного ансамбля «Танцы Якутии». Искренний интерес к танцам Севера помог ей разобраться в нюансах импровизационного танца, выделить из многообразия движений главную нить. Жарницкая освоила уникальный метод записи танца – кинетографию. Снимала видеоматериалы, которые до сих пор используют современные историки танца, и очень ценила тех, с кем ей приходилось работать. Я очень рада, что у вас есть хороший балетмейстер. Вот я не могла сказать об этом по телевидению, я сейчас дополняю свои мысли и считаю, что вот незримые люди, художник, костюмер, все люди, которые стараются вам помочь в том, чтобы это зрительно было, чтобы это было красиво, чтобы вы чувствовали себя на сцене именно королевами. Об открытом характере Марии Жарницкой знали все. Именно он, а еще природный оптимизм, помогали ей в работе с коллегами и учениками. Даже когда Мария Яковлевна уехала из Якутска в столицу, она не переставала поддерживать связь с якутскими танцорами. Когда мне было 15-16 лет, я учился в Ленинграде по хореографии. Да? Она приходила, нам ставила юкагитский танец лондол. Это был такой экзотический фольклор, экзотика, фольклорный танец. Она была очень человечной. Она меня приглашала домой, угощала пирожками вот студента, да, якутского студента, с которым приехал в Москве учиться из Якутии. Она была очень доброжелательная. Она всегда говорила, танцы у якутов, у северного народа есть. Мария Жарницкая опубликовала сотни научных статей, которыми до сих пор пользуются исследователи традиционной культуры во всем мире. И сегодня в Якутске появилась мемориальная доска с именем этой удивительной женщины, отдавшей десятки лет жизни Якутии и работа которой стала основой для танцевальной культуры многих народов Севера. Анна Пшенникова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Игра на фортепиано, движение пальцев, исполнение на фортепиано, движение души. Для того, чтобы юные пианисты могли играть с душой, в рамках фестиваля пианистов прошел мастер-класс по игре на фортепиано. С юными музыкантами пообщалась Галина Чекурова. Мастер-класс для юных пианистов провела заслуженная артистка республики, заведующая кафедрой специального фортепиано Высшей школы Якутии Ольга Гаврильева. Она отмечает, что игра на любом музыкальном инструменте развивает не только творческую составляющую. В сегодняшнем нашем фестивале принимают участие все детские школы искусств городского округа город Якутск. Это детская школа искусств номер 1, детская школа искусств номер 2, детская школа искусств села Хатасы, детская школа искусств поселка Табага и детская школа искусств муниципального городского округа Жатай. Наш фестиваль признан, конечно, в первую очередь для популяризации фортепианного творчества, наверное, в нашем городе, в частности, да и в республике в целом. На протяжении 4 лет Виктория Романова занимается игрой на пианино. По ее словам, выбрала она именно этот инструмент после того, как решила идти по стопам своего старшего брата и сестры. На фестивале ей удалось пройти мастер-класс у Ольги Гаврильевой. Вообще музыка близка вообще с математикой. Логика. Это все развивается при занятиях музыкой. Координация, усидчивость, умение добиваться поставленных целей, сила воли, характер закаляется тоже. При этом развивается творческая составляющая, воображение, кругозор, богатый внутренний мир. Это все это все при занятиях музыкой. В общем, такие у нас плюсы.
В честь Дня пианистов в столице республики впервые прошел открытый фестиваль пианистов. Всего в мероприятии приняли участие более 20 юных музыкантов. Они не только показали свое мастерство, но и имели возможность принять участие в научно-практической конференции, послушать лекции и пройти обучение в рамках мастер-класса. Когда я выступала на сцене, я думала, что я очень плохо сыграла, потому что у меня были ошибки. Но из-за того, что там был хороший учитель, который мог выслушать, я подумала, что я не так уж плохо сыграла. Выступать буду там. Бабушка всегда говорила, что если я вырасту, она будет петь, и я буду подыгрывать ей. Стоит отметить, что в фестивале при помощи видеосвязи участвовали юные музыканты, которые не имели возможности лично присутствовать на мероприятии. Таким образом, фестиваль охватил и другие населенные пункты республики и в дальнейшем планирует расширять охват фестиваля. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций разрешили проведение товарищеского матча между сборными Таджикистана и России. Встреча между командами состоится 17 ноября в Душанбе. Начало 18 часов по московскому времени. Очки за матч пойдут в рейтинг Федерации футбола. В этой игре команды смогут провести по 6 замен. Напомним, 28 февраля Международная федерация футбола отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.